Жители Карабулака решили провести время с пользой для родного города, став участниками всероссийского субботника. Место уборки – городской пруд. Облагородить прибрежную зону решила и Марина Амирханова. В таких эко-акциях женщина участвует часто и всегда с большой охотой. Хотелось бы, чтобы наша республика была чистой, чтобы люди за собой убирали мусор, не раскидывали. Очень неприятно, когда идешь, за кем-то убираешь. Люди отдыхают. Конечно, посмотрите, какие у нас красивые места. Хотелось бы, чтобы как-то люди бережно к этой красоте относились. Субботник в Карабулаке проходит в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». В нем принимают участие граждане в городах и селах по всей стране. В Карабулаке обозначили 2 общественные территории, на которые граждане вышли, чтобы убрать мусор, побелить деревья, скосить газоны. В числе первых приступили к работам и сотрудники местной администрации. Сегодня у нас принимают участие коллектив администрации города, все подведомственные учреждения, и неравнодушные жители, которые захотели сами и проявили инициативу принять участие. Субботник проводится в рамках Всероссийского дня субботника. 29 апреля мы знаем, объявили Всероссийский субботник. И, соответственно, мы тоже организовали такое мероприятие. Только за последние 4 года в Карабулаке преобразовалось более 3 десятков объектов благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В рамках нацпроекта на территории города Карабулак за эти годы обустроено порядка 34 общественных территорий. В этом году у нас в рамках нацпроекта идут работы по улице Фрунзе, по улице Заречной и по улице Промысловой. В субботнике принимают участие люди разных возрастов и профессий. У всех них одна цель – сделать мир немного чище. Это очень важное мероприятие для каждого из нас, потому что каждый из нас обязан соблюдать и чистоту, и порядок в тех местах, где он проживает. Поэтому для человека, который ценит свою республику и ценит свою работу, в конце концов, наверное, очень важно быть в курсе этих мероприятий и находиться здесь. خدمات مية حويج صار قردي مديزي بري باقي نخم باقي وتساند خوز مشتت السا مصنع عقيسة نوخ رياح صارش شيء مصنع رياح شيء أحد خدار باقش ناخ. Присоединились к субботнику и жители сельского поселения Икажево. Багаудин Измайлов живет недалеко от стадиона имени Абубакара Измайлова и часто видит, как люди бросают мусор прямо на футбольное поле, ленятся пройти несколько метров до урны. Поэтому вместе со своими друзьями часто приводит родное место в порядок. حاجة أخشملها نوخش ده خاي بلاشات كأن بكا временно футбольное поле беборох но султа عاد الله تسلينا قحيجات تدل أخي تما يستديون حابات شيشو ما داست ويخي بقدر حماش عتصقو سري إزيج أواجنا ده تكون حناش وأخو جمهتك بس أنا حأردو جمهتك لوريش بولك حجج دق حمغلوش بقدر ديش تتخيل سجدتوش عتصقو شي درجش حواشة قتلش بس أنا سبوتنيك ديش وقت تشوت حقيش خل بيت دق أبوكيش دق حمد ديش خلون تخيل واش ده ملدوش ده حمل يلدو أخ استنوا تسكيات دقش وقشوا تسكيات دقش تسمو جري ماتك أشتتني اليوم. Основная цель проекта – сделать страну более комфортной для жителей, повысить индекс качества жизни. Ежегодно по всей России благоустраиваются тысячи общественных пространств и дворовых территорий. Большой стадион, очень удобный, комфортный. Субботник где-то регулярно хожишь, что дуал-дуар, керт хозмотик мир, да, швен барик мугоир. Кышлатыш бог быкер, та кыча по селу, по поселению. Бахш бытха школышка, масса объявить, я всероссийский субботник должен делать. Тхай юрток хожишь доктор, цана хоза ходёлыш. Каждый желающий может не только внести свой вклад в чистоту улиц нашей республики, но и проголосовать за благоустройство общественных пространств в своем городе или поселении. Для этого лишь нужно принять участие в рейтинговом голосовании, которое продлится до 31 мая. Малика Измайлова, Асхаб Белакиев, Новости 24.